Открытие долгожданного бассейна в Сосногорске не за горами. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы, по окончанию которых бассейн начнет свою работу в тестовом режиме. Больше других открытия ждут те, кто решил заняться плаванием профессионально. В Сосногорске появится возможность заниматься новым видом спорта. На базе спортшколы будет действовать секция по спортивному плаванию. Прием заявлений завершен еще летом. А вот прием справок от спортивного врача об отсутствии медицинских противопоказаний продлен до 10 декабря. С 10 декабря при зачислении в приказ у вас начнутся так называемые сухие тренировки. Сухие тренировки предназначены еще и для того, чтобы ваших детей подготовить к контрольным нормативам для зачисления в спортивную школу. Сухие, то есть общефизические тренировки, будут проходить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в 6-м микрорайоне. По их результатам в конце декабря будет проведено контрольное тестирование детей, которое определит уровень их подготовки и позволит спортивной школе сформировать группы. Ольга Зверева также подчеркнула, что подготовка спортсменов будет проводиться в соответствии с федеральными госстандартами, утвержденными приказами Минспорта России. На основании их разработана учебная программа тренировок и определены основные требования к уровню подготовки юных спортсменов. В спортшколе введена ставка тренера по плаванию, который, согласно штатной нагрузке, может набрать 120 детей. Это 4 группы по 30 человек. Основная цель спортивной школы – достижение спортивных результатов, выполнение нормативов и подготовка и результативное участие в соревнованиях, в том числе и выездных, а также подготовка спортивного резерва сборных команд Республики Коми и сборных команд Российской Федерации. Поэтому, уважаемые родители, просьба сразу понимать, это не кружок. Четкое расписание, исполнение всех требований, норм – это обязательство. Не останутся без внимания и дети, которые не планируют заниматься плаванием профессионально. Для них будут открыты группы оздоровительной направленности на платной основе. Стоимость одного занятия обойдется в 125 рублей, а абонемента на 12 посещений – это месяц занятий – в сумме составит 1250 рублей. Кроме того, на базе бассейна предусмотрена возможность свободного плавания. Для этого можно будет приобрести либо разовый билет, либо абонемент. Стоимость разового билета для взрослых от 140 до 180 рублей в зависимости от времени посещения. А для детей, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей – 70 рублей. Добавим, что тренировать детей будет Антон Апраксин, имеющий помимо высшего спортивного образования и большого опыта работы в отрасли звание кандидата в мастера спорта по плаванию. Уже совсем скоро жителей нашей страны ждет самый добрый и теплый праздник. День матери по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек. В преддверии этого замечательного праздника воспитанники Дома детского творчества подготовили концертную программу под названием «Милой мамочки моей». За кулисами необъятное количество детей. Каждый из них в этот вечер старается для своей мамы изо всех сил. Веселые танцы, громкие песни и нежные стихи. Все это для тех, кто сидит в зрительном зале и с большой гордостью смотрит на старания своего ребенка. Для своих детей мама – это самый близкий и родной человек, который никогда не предаст, никогда не бросит и всегда будет любить и оберегать от бед. В любую минуту она всегда поможет. С каждым годом этот день становится все популярнее в российском обществе. И это замечательно. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого не придумывали, лишними они не будут. В фойе ДДТ также была организована выставка рисунков, где каждая мама смогла узнать себя. А в зале царила добрая и трогательная атмосфера. Зрители были довольны, а дети счастливы. В этот день никто не ушел домой без позитивного заряда.
Во второй городской школе состоялся экологический урок на тему раздельного сбора мусора. Директор школы, депутат городского совета Ирина Зверева рассказала, насколько эта тема важна и актуальна. За время урока ребята смогли по-новому взглянуть на привычные вещи, которые мы выбрасываем ежедневно. Постарались изменить свое отношение к отходам, а главное поняли, что с ними делать и как решить проблему огромного количества отходов. Дети быстро включились в тему и решили, что самая действенная помощь, которую они могут оказать уже сейчас – сортировка мусора. Сортировать по разным пакетам и потом перерабатывать пластик, бумагу, делать из них новые вещи. К слову, многие из учеников рассказали, что уже заметили в своих дворах новые разноцветные контейнеры. Ирина Зверева уточнила, что желтые предназначены для пластика, а синие – для бумаги. Но, как оказалось, этих знаний для правильной сортировки мусора недостаточно. Надо знать и то, как подготовить мусор для сортировки. Для начала ребятам предложили собрать и разложить мусор в подходящий, на их взгляд, контейнер. Когда эта работа была сделана, ребятам рассказали, какие ошибки они допустили. Любая упаковка, которая водонепроницаемая, то есть в снегу, в воде под краном она не намочится, она не перерабатывается. То есть мы ее кладем в зеленый контейнер. Вы, я слышала, участвовали в акции по сбору батареек? Да. А разве мы будем выкидывать батарейки в обыкновенный контейнер? Нет. А почему же вы выкинули? Собирать отдельно бумагу и пластик – это лишь маленький шаг для того, чтобы меньше загрязнять нашу планету. Но эти малыши сегодня его уже сделали и теперь понимают всю важность этой темы. Надо уметь это делать, и чтобы не загрязнять планету. Третьеклассники за время короткого урока узнали, насколько опасен непереработанный мусор для окружающей среды. А чтобы закрепить информацию и поделиться новыми знаниями с друзьями и родителями, каждый получил яркую книжку, изданную в рамках федерального партийного проекта «Единой России». В Сосногорском универсальном спортивном комплексе «Метеор» проходит первенство Коми по мини-футболу среди юношей 6-7 годов рождения. За звание чемпиона сразятся команды из 8 муниципалитетов республики. В первый игровой день прошло 12 встреч. Открыла турнир игра команд Сосногорска и Троицко-Печорского района. Хозяева турнира чувствовали себя уверенно. А вот команда из Троицко-Печорска впервые принимает участие в выездных соревнованиях такого уровня. По словам тренера, команда приехала не за победой, а в первую очередь за опытом. Мы готовились, начиная у себя в этом Троицко-Печорске, выезжали в Воевож. У нас товарищеские встречи. А так вот чтобы ребята уже получили опыт, поехали в Сосногорск. Пока поближе, потом уже подальше. Несмотря на поражение в первой игре, команда и тренеры настроены вполне оптимистично. Впереди разбор ошибок и подготовка к следующим встречам. Ругать мы их не будем. Видно, что ребята нервничают. Сейчас соберутся с силами. Но также было, мы когда выезжали в Сыктывкар, другим годом рождения, на уже большой футбол. Тоже первая игра нервничали, потом собрались уже и начали. По итогам первого игрового дня у сосногорских команд были не только победы, но и поражения. Так, Сосногорск-2 уступил команде из Сысольского района со счетом 1-2, равно как и команде Сыктывкар-2. А вот команда Сосногорск, помимо победы в играх с Троицко-Печорском, также одержала победу в игре с командой из Ударского района. Счет встречи 4-1 в пользу хозяев первенства. Отметим, что игры продлятся до воскресенья. Тогда будет финал и церемония награждения. Ознакомиться с расписанием матчей можно в социальной сети ВКонтакте в группе «Сосногорск Спорт».